Смотрите, проход обсуждать не хотят, потому что они были все незаконные, без договоров вообще. Те, кто работали здесь, они брали за проход личных карманов. У меня сейчас эти трое людей стоят на одном месте, подбирали меня, я всех пустила. Вот она у меня стояла, 4 детей, сгорела вся. Вот она. Она стояла в аренду, она платила за налог и все. Она за налог платила. Как она стояла? Сейчас вы делаете. Я платила налог. У вас должно быть трудовой контракт. У меня все это есть, вы прекрасно знаете. У меня соглашение оформлено, все это. Внимание, минуточку, можно я скажу? Уважаемые господа, хозяева, так сказать, технополиса Нового Тура. Вот вы сейчас все понимаете вопрос, пришли здесь нам, сидите, лапшу на уши вешаете. Что вот, пожалуйста, там банк даст вам, там банк даст. Извините меня, почему ни слова не сказано, что будет выделена материальная помощь? На сегодняшний момент 80% предпринимателей, которым нечего завтра кушать, нечем кормить своих детей, 50% из предпринимателей находятся на квартирах. Что они завтра, в кого превратятся? В бомжей? И это были приличные, состоявшиеся предприниматели, которые при помощи правительства Татарстана нас, пожалуйста, согнали, как стадо баранов. Технополис Новая Тура. Нас всех уверяли, что он самый современный технополис Новая Тура по республике Татарстан, по России, что противопожарная сигнализация самая безупречная. Вы нам дали самую безупречную, в противоположном смысле, администрацию, которая занималась и поборами, и криминалом, и наркотики. Где правили только азербайджанцы, где притеснялись местные предприниматели. Мы об этом разговор не раз понимали. С Муратовым мы встречались. Слава Богу, нас в какой-то степени хоть поддерживал глава администрации. Единственный глава администрации, где создан Координационный совет для совета с предпринимателями. Где господин Муратов? Его сейчас нету. Вы знаете, я как предприниматель больше 50 писем писала во всем. Встречалась в общественной палате. Поднимала вопрос в общественной палате президенту Татарстана, президенту России, уполномоченному по правам предпринимателя. Вы знаете, всевозможные рычаги воздействия, прокуратуру, где только нельзя было. Сейчас вы сидите и говорите, вот мы пострадали. Вы знаете, у нас какие упыки? А нам что делать? А нам что делать, да? Им на что же делать? Не надо нас, пожалуйста, моя ошибка в том, что они мне заткнули рот. Я испугалась, да, я ушла, потому что с их стороны были угрозы мои. А сейчас ситуация вот так. Пожалуйста, ситуация не надо. Сейчас предприниматели остались один на один. Да, кому ты говоришь? Вы собрались 5-6 человек, не надо людей называть другое направление. Прекратите. Более того, был создан профсоюз. Татьяна, не говори, Муратова, а кому ты говоришь, главатели на то, что все знают, нет, у нас в реестре, чтобы в одном человеке 2 места оформлено. Если 4 места, если 6, если 10 есть. Мы это докажем. Надрыва поменьше. Хорошо, давайте я сюда, Татьяна, скажу. Давай по существу. Вот разделим. Есть собственник, у него своя зона ответственности, есть управляющая компания. Если они есть претензии, озвучьте их спокойно. Вот на сегодняшний момент говорят, что значит дальше все будет действовать. Хорошо. С кем действовать? Опять с господином Имраном Рахмановичем, который попустил, который своими безответственными... Они не умеют, понимаете, как, извините меня, вчера обозначившиеся предприниматели стали владельцами управляющей компании. Был ли тендер? Не было. Потом мы постоянно поднимали вопрос, что они не умеют управлять. Вы понимаете, везде, у них на каждом шагу были только деньги. Я бы поднимала вопрос о том, что заграждаются, создаются магазины, заграждаются проходы, магазины. Окна, вот вчера, я видела, 3 дня назад я эвакуировала товар, да, уже, конечно, сейчас прекрасно понимаете, в таком состоянии. Я эвакуировала товар в 12 ряд. Вы знаете,
Я половину не смогла вынести только потому, что был перегорожен магазин.